Первое событие – это, безусловно, подтверждение предоставления автокефалии Украинской церкви. Это событие в прямом смысле историческое. Мы с вами сейчас присутствуем при сломе, при сдвиге просто тектонических пластов, столетних таких пластов. Да? Мы с вами все умрем, и от нас ничего не останется. А независимость Украинской церкви, она теперь на века. Да? То, что произошло 300 лет назад, когда Украинская церковь была отдана Московскому патриархату, сейчас это дело исправлено. И, на мой взгляд, это событие, оно вообще стоит по степени важности, оно стоит на одной ступени с Майданом и с войной. Потому что Майдан, конечно, это было не какой-то там социальной революцией, да? Майдан это было народно-освободительным движением, да? Народно-освободительным восстанием Украины против метрополии. Да? Вот еще один рывок к свободе. И один из, я думаю, что, наверное, самый успешный, пожалуй, рывок. Да? Страна изменила свой вектор, это тоже теперь на века, тоже будет отходить от империи в сторону Европы. Это замечательно. И предоставление автокефалии, это тоже точно такой же рывок, уход от империи в сторону свободного мира, в сторону свободы и независимости. РПЦ, конечно, была одним из самых основных, одним из самых мощнейших рупоров русского мира в Украине. Теперь вещанию этого рупора положен конец. Это блестящее достижение, блестящая победа украинской политики, безусловно.